С новостями к данному часу в студии Вера Захарчук. Доброе утро. КТЖ сообщает об изменении маршрута нескольких пассажирских поездов. Это было сделано в целях безопасности, поскольку накануне из-за паводка произошел подмыв пути на перегоне Дигелен-Май Павлодарского отделения дороги, отмечается на официальном сайте компании. Поезда с сообщением Алматы-1 Павлодар, Астана-Лениногорск, Защита-Астана и Астана-Защита временно будут следовать через российские станции Кулунда и Локоть, в связи с чем время в пути увеличится в среднем на 16 часов. Сейчас создан оперативный штаб по ликвидации последствий паводка. На месте происшествия работает 63 единицы спецтехники и более 120 железнодорожников. Между тем, в Баянаульском, Майском и Экибастузском районах Павлодарской области мощным потоком воды размыты несколько автодорог, в том числе и республиканского значения. Подмыто и железнодорожное полотно на 197-м километре участка Дигелен-Курчатов. Сейчас там работает аварийно-восстановительный поезд. По информации службы ЧС, угрозы потопления населенных пунктов нет. Талые воды уходят в степь, и уровень воды постепенно снижается. В Восточном Казахстане на трассе Семей-Кайнар в аварийном состоянии находится мост через реку Мукур. Сейчас переправа перекрыта для движения грузового автотранспорта. Конструкция находится в критической ситуации, говорят специалисты. Ежедневно талые воды размывают его опоры. В этом убедился и наш корреспондент в регионе Руслан Шакабаев. С приходом большой воды мост через реку Мукур вновь в центре внимания. Уже 6 лет переправа числится аварийной. Конструкция моста провисла, а ее опоры ежедневно размывает талые воды. Поэтому движение для автотранспорта было частично перекрыто. Страдают в этой ситуации не только местные жители, но и предприятия, находящиеся по ту сторону реки. Постоянно слушаю о том, что нужно поехать через Курчатов или через Караул. Проехать мои машины там не смогут грузовые. Сейчас я вынужден был уже сегодня нанимать автобусы, чтобы мои рабочие доезжали до моста с одной стороны, через мост проходили, и мои автобусы возили людей на площадку. Ежегодно конструкцию осматривала комиссия, но дальше дело не шло. В этом году власти все-таки обещают построить новый мост. Недавно была составлена проектно-сметная документация. Надеемся, что в этом году начнется строительство нового моста. Тем временем дорожные службы построили вот такую вот временную переправу. Насколько она безопасна, никто не знает. Поток воды с каждым днем увеличивается. Топит сейчас и окраины Семея. Несколько участков дорог при выезде из города оказались под водой. Руслан Шакабаев, Медет Умирханов, Берег Жабалаева, Семей, Хабар 24. Теперь о событиях в мире. Итальянская полиция арестовала 3 человек, намеревавшихся взорвать мост Риальто в Венеции. Все они уроженцы Косово. Им предъявлено обвинение в связях с ТИГИЛ и попытке создания террористической ячейки в стране. Злоумышленники попали в поле зрения правоохранительных органов еще в прошлом году. Как утверждают представители прокуратуры, подозреваемые, горячо обсуждавшие теракт в Лондоне, условились заложить взрывчатку под мост. В ходе спецоперации были проведены обыски в городах. В итоге задержали еще 3 человек, связанных со злоумышленниками. В Париже отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Францией и Казахстаном. По приглашению главы французского внешнеполитического ведомства Жан-Марка Эйро мероприятие посетил министр иностранных дел нашей страны Кайрат Абдрахманов. Глава МИД встретился с главами ОСР и ЮНЕСКО, а также с представителями бизнес-кругов Франции. Репортаж нашего европейского САПКОРа Жанат Эрнст. Развитие многостороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией на основе экономической дипломатии стало одной из основных тем парижских встреч министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова с его французскими коллегами и ведущими бизнесменами этой страны. Выступая на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии во французском МИДе, Кайрат Абдрахманов выразил уверенность, что в регионе может быть сформирована и опробирована модель зоны мира, безопасности и сотрудничества. При этом он отметил и важность лидирующей роли Франции в решении глобальных проблем. Именно Франция одной из первых среди западных стран признала независимость нашей республики и других стран Центральной Азии. Мы воспользовались случаем и сообщили нашим французским коллегам, что Казахстан и другие страны Центральной Азии нацелены на то, чтобы сделать наш регион, а в случае с Казахстаном нашу страну, полюсом экономического роста и стабильности в регионе, и заверили наших французских партнеров, что мы открыты для широкого сотрудничества
в различных сферах взаимодействия: политическое, экономическое, торговое, инвестиционное, а также культурно-гуманитарное. Париж не раз поддерживал внешнеполитические и экономические инициативы Казахстана. Франция первой откликнулась на предложение нашей страны о проведении в 2010 году в Астане саммита ОБСЕ и поддержала заявку казахстанской столицы на право проведения выставки «Экспо-2017». С начала нынешнего года Казахстан и Пятая Республика активно взаимодействуют и в составе Совета Безопасности ООН. За 25 лет дипломатических отношений в Казахстане создано и успешно работает более 130 предприятий с французским капиталом. А с 2005 года объем вложенных прямых инвестиций из Франции в казахстанскую экономику составляет более 13 миллиардов долларов США. Есть потенциал по привлечению французских инвесторов в нефтехимию, переработку сельхозпродукции, в туризм. Некоторые французские компании сегодня предлагают нам новые технологии, например, в переработке промышленных газов, в привлечении французских компаний для реализации проектов в нефтехимии. Есть конкретные проекты, которые будут реализовываться, намеченные к реализации, например, в Западном Казахстане, и они касаются, например, очистки воды. Мы работаем в Казахстане уже несколько лет и в данный момент являемся партнерами вашей страны в крупном проекте на Кашагане. Как давно работающая в Казахстане компания, мы высоко оцениваем инвестиционный климат в вашей стране и надеемся продолжить эту совместную работу и намерены развивать и дальше наше партнерство по развитию и производству в нефтегазовом секторе вашей страны. Главы форин-офиса двух стран обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, ситуации в Афганистане, урегулированию конфликта в Сирии и важной роли Астанинского процесса, а также по вопросам борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Жан-Марк Эйра поделился со своим коллегой планами Парижа продемонстрировать на Экспо-2017 новейшие технологии в сфере зеленой экономики и провести ряд культурных мероприятий во время работы выставки. На встрече с главой ЮНЕСКО Ириной Боковой Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан поддерживает инициативу создания в Алматы Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. С генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурия речь зашла о продлении до 2018 года страновой программы сотрудничества. Анхель Гурия особо отметил прогресс Казахстана в реализации рекомендаций ОСР и выразил благодарность президенту Назарбаеву за то, что опыт и стандарты организации учитываются при формировании национальной экономической политики. По итогам рабочего визита Кайрата Абдрахманова в Париж обе стороны еще раз подтвердили намерение двух стран продолжать всестороннее сотрудничество. Жанат Эрнес, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Франция, Париж. В Актау за один день необходимую помощь получили 7 семей. Им подарили продуктовые наборы, а медики провели консультации. Так в Мангыстауской области проходит месяц благотворительности на Орос-Мейрэ. С 20 марта по 20 апреля помощь окажет социально уязвимым слоям населения, многодетным и малоимущим семьям и всем тем, кто нуждается в заботе. Ваша дочка, я поговорю, что по возможности поможет. Оразгуль Бактыбаева прикована к постели уже 3-й год. Есть проблемы с легкими, кровью и суставами. Сейчас за ней ухаживает ее дочь. Она же и единственный добытчик в семье из 6 человек. Моей маме всего 52 года, она уже инвалид. Нужно лечение за рубежом. Проблемы с ее здоровьем начались, когда мошенники лишили нас квартиры. Сейчас мы снимаем жилье. Много денег уходит на лекарства. Пока врачи проводят экспресс-обследование пациентки, берут необходимые анализы и консультируют, дочь рассказывает о проблемах семьи совершенно незнакомым людям, тем, кто одними из первых откликнулся на призыв о помощи. Я только что узнал, женщинам нужен кислородный аппарат. Я его куплю свои средства, я от себя это помогу. Есть некоторые вопросы, которые и квартирные вопросы. Есть это вопросы его здоровья, нужно ее лечить за рубежом. Это вопросы по возможности мы будем
решат вынести это акимат городского маслихата. Отсутствие собственного жилья, безработица и дорогостоящее лечение – вот основные проблемы жителей. За несколько дней группа из членов Ассамблеи народа Казахстана Мангыстауской области, представителей исполнительной власти и врачей уже посетили 37 семей. Милосердие и помощь ближнему – это одни из главных ценностей казахстанцев. Распоряжением акима области в течение месяца по региону будут проводиться акции помощи. Уверена, что каждый коллектив, каждый житель нашей области внесет свой личный вклад в копилку добрых дел. За месяц группа планирует охватить все районы Мангыстауской области, в списке более 200 семей. Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Актау, Хабар 24. Лидер, создавший будущее, в Южной Корее вышла в свет книга о президенте Нурсултане Назарбаеве. Ее автор – профессор университета Танкук Ли Джи-сук. В книге рассказывается о внутренней и внешней политике нашей страны и о дипломатических и экономических успехах казахстанского лидера. Издание вышло тиражом в 1000 экземпляров на корейском языке. Ее распространят в южнокорейских госучреждениях и вузах. В апреле запланирован выход издания и на русском языке. Я решил написать книгу про президента Нурсултана Назарбаева, потому что меня заинтересовало развитие Казахстана после обретения им независимости. Мудрая политика и дипломатия лидера позволяет Казахстану поддерживать мирные и гармоничные отношения с Россией, Китаем и даже с далекой Америкой. Я благодарен посольству Казахстана в Сеуле, которое содействовало в сборе информации и фотографий от администрации президента Казахстана и получении разрешения на использование материалов. Тысячи детей приняли участие в республиканском интеллектуальном марафоне «Дорога к знаниям». Состязания стартовали в начале марта в Алматы и уже прошли в 7 городах и областных центрах страны. Теперь в интеллектуальную борьбу вступили в Алматинской области. Возраст юных Эйнштейнов от 5 до 8 лет. Всего марафон охватит 19 городов Казахстана, а закончится в конце апреля в Астане. В прошлом году в соревнованиях приняли участие более 2200 детей. Примечательно, что в интеллектуальных играх нет ни победителей, ни побежденных, а все задания проходят в игровой форме. Интеллектуальный марафон «Дорога к знаниям» – это, в принципе, развивает у детей познавательные способности, творческое мышление, фантазия. То есть здесь дети как бы сплачиваются в группы и выполняют задания вместе. То есть они учатся работать в команде. Но это одно из важных целей. В Кызылординской области растет число профессионально-технических учебных заведений. Все больше молодых людей стремятся освоить рабочие профессии. В регионе в эти дни выбирают лучших студентов. Там проходит отборочный тур национального чемпионата WorldSkills Казахстан. За призовые места борются 75 участников. Победители пройдут в республиканский тур. Экзаменационная комиссия составлена из представителей крупных компаний и работодателей. 33 эксперта определяют лучшего участника. Занявшие первые места студенты будут участвовать в республиканском чемпионате, а победители на республиканском уровне получат возможность участвовать в международном конкурсе WorldSkills International. Международному аэропорту на португальском острове Мадейра присвоено имя Криштиану Роналду. Во время торжественной церемонии был представлен бронзовый бюст знаменитого футболиста. Переименовать воздушную гавань местные власти решили еще в прошлом году после триумфа сборной Португалии на чемпионате Европы. Но не все согласились с этим решением, и даже была подана петиция, которую подписали более 5000 человек. Однако этого оказалось недостаточно для отмены решения. Следует отметить, что Криштиану Роналду родился в административном центре острова в городе Фуншал. Здесь установлен бронзовый памятник спортсмену и открыт музей, посвященный ему. Имя Роналду также носит одна из городских площадей. Криштиану Роналду – лучший футболист в мире. Мы гордимся, что он капитан нашей национальной сборной. У меня особые чувства. Я всегда горжусь своей родиной. Благодарю всех за такую оказанную честь. Знаю, что это большая ответственность, поэтому продолжу трудиться, не покладая рук. На этом у меня все. Спасибо, что выбираете Хабар 24. До встречи.